Привет! Сейчас мы находимся перед Мариатским костелом. Меня зовут Инна, и это программа «Минута с ВДМ». Если вы спросите у жителей Кракова, какой самый известный костел, они, безусловно, ответят вам, что это базилика Святой Марии, один из самых важных символов города. Две высокие башни, входящие в готическое здание, выделяются на пейзаже города с 15 века, когда они были построены. С башни каждый час доносится Мариатский хейнал. Туристы, которые войдут в храм, могут любоваться изысканной красотой базилики. Красочная и богатая основная часть церкви имеет невероятные детали орнамента. Алтари и колонны. Все покрыто звездным потолком. На сегодняшний день является одним из лучших примеров сакрального искусства. А сейчас давайте посмотрим на новости этой недели. Всемирным дням молодежи сопутствуют два символа – крест Святого Года и икона Божьей Матери Спасительницы римского народа, данные святым Иоанном Павлом II. Во время празднования Всемирных дней молодежи они присутствуют вместе центральных событий. Во время приготовлений путешествуют по стране, которая организует встречу молодежи. От молодежи с Бразилии к польскому народу символы пройдут 19 тысяч километров в Краков, что произойдет 20 мая. В минувшее воскресенье, 8 мая, была презентация официального хора ВДМ Краков 2016, который будет петь во время главных событий. Группа 300 музыкантов. В основном состоит из выпускников средних музыкальных школ и студентов Академии музыкальных. В июне оркестр присоединится к хору на репетициях. Музыкальная программа включает в себя традиционные польские и международные песни, а также композиции, подготовленные специально для ВДМ 2016. Это была «Минута с ВДМ» с главными новостями недели. Не забывайте молиться за нас и до встречи через неделю!